Джинсы и короткая куртка «Скандинавская ходьба» демократична во всем. И все же даже здесь есть строгие правила. Главное – шаг, с пятки на носок. И никак по-другому. По словам врача лечебной физкультуры, когда запускали проект, ориентировались, конечно, на старшее поколение. В силу времени и в силу заинтересованности каким-либо еще дополнительным способом можно оздоровить себя. Не только там спортом активным, да, лечебной физкультурой, плавание, но также и скандинавской ходьбой. Скорее всего, у них больше времени и возможностей. Функционально-реабилитационная процедура. Так скандинавскую ходьбу называют физиологи региона. Свои плюсики это модное направление уже заработало в научной среде. Прогулки с 2 палками помогут и давление нормализовать, и с лишним весом справиться. Важнейшим таким моментом отсечка является, чтобы длительность вот этой вот ходьбы была, желательно от 25 минут, не меньше 25 минут. Тогда подключаются метаболические такие вещи, связанные с ускоренной активизацией использования жирных кислот. И это, в общем-то, полезная вещь. Полезным то, что человек находится на открытом воздухе. Еще раз говорю, разминаются верхние и нижние конечности. В общем, в принципе, в таком умеренном варианте скандинавская ходьба, я считаю, очень полезное такое приобретение для человека, который, цивилизованного человека урбанизированного. Сыктывкарские любители скандинавской ходьбы к выбору инвентаря подходят основательно. Простой совет от известного лыжника Владимира Леготина. Палки должны легко складываться, так удобнее. И, конечно, иметь пружинную часть. Так снимается нагрузка с локтевых суставов. Скажу, что именно про амортизационность, потому что если люди очень долго ходят, то есть нагрузка в любом случае сказывается на все части тела. И это большой плюс. И люди, в принципе, приходят, но тут тоже какой-то момент, есть более дорогие палки, понятно, они более качественные, там более крепкие зажимы, то есть народ берет все-таки более, бюджетный вариант, скажем так. Он тоже, в принципе, неплохой. Удобные ручки, удобные темляки, в принципе, рабочее состояние хорошее. Сегодня обучающие семинары для инструкторов скандинавской ходьбы уже прошли в Сыктывкаре, Ухте, Воркуте. Всего в Коми подготовят 37 специалистов. Уже они будут привлекать в свои ряды любителей правильных пеших прогулок. Сегодня по неофициальным подсчетам на улицах, в парках, на лесных дорожках можно встретить больше 10 тысяч жителей региона со скандинавскими палками в руках. Виктория Палкина, Олег Юшков, телеканал Юрган, Сыктывкар.